Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности убийства человека на улице Побежимова. Он ей столько ножевых ранений нанес. Он прямо нож в нее втыкал и втыкал. Печальный финал любовного треугольника. А также покажем, почему вспыхнула квартира, сданная в аренду неделю назад. Похоже, здесь все горело. Неадекватный был, пьяный. Тебе сказали, не подходи ко мне. Ты что, на мне рекламу хочешь сделать, что ли? И как дотла сгорел трамвай на проспекте Ямашева. Какой кошмар. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека с ножевыми ранениями госпитализированы, 1 скончался на месте. Таков итог разборок между 2 мужчинами из-за одной женщины возле одного из магазинов на улице Побежимова в Казани. Нафиса Минязова о любовном треугольнике и печальном итоге ревности. Девушка тут кричала: помогите. Вышли, увидели, как ее ножом он режет. Продавщицы близлежащего к месту происшествия магазина выбежали на крики о помощи и стали свидетелями страшной картины. Он ей столько ножевых ранений нанес. Он прямо нож в нее втыкал и втыкал. Нетрезвый мужчина наносил удары ножом женщине один за другим. Причиной всему, говорят очевидцы, была ревность. Вот перед этим происшествием он у нас и был. Он от нас выбежал с этим ножом. Рядом стояла. Позднее стало известно, это был любовный треугольник. Конфликт между 2 мужчинами из-за одной женщины начался давно. Она бросила одного, ушла к другому. Но отвергнутый мужчина забыть ее не мог. В тот вечер встретил недоступную, уже ненаглядную, с ее новой любовью в магазине на улице Побежимова, куда зашел за бутылкой спиртного. Девушка стояла, его провоцировала возле двери. Потом он выбежал за ней. Тут парень стоял, он за этим парнем побежал в ту сторону с ножом в руках. Возлюбленного своей бывшей, говорят очевидцы, он не догнал. Вернулся обратно и стал бить ножом женщину. Затем вернулся убежавший мужчина. И также достал нож. В этой поножовщине пострадали оба. А бывший возлюбленный женщина от полученных ранений скончался на месте. Ее нынешнего избранника и ее саму врачи скорой помощи госпитализировали в больницу. По данному факту будет возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, была ли это самооборона или же мужчина умышленно шел на убийство. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Заступился за женщину и получил смертельный удар. 15-летний подросток погиб в результате ножевого ранения в области грудной клетки в Бугульме. Его ровесник также был доставлен в больницу с колото-резанными ранами, но смог выжить. Как считает следствие, обоих ребят ранил 50-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствием установлено, что подростки пришли к одному из них домой, при этом его мать, также находившаяся в квартире, распивала спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент мужчина набросился на женщину, и подростки попытались заступиться на нее, однако подозреваемый нанес им ножевые ранения. Сдавать в аренду больше нечего. Пожар уничтожил одну из квартир в доме номер 16 на улице Бегичева. Это жилье владельцы сдали в аренду женщине всего неделю назад. В момент происшествия ее дома не было. Вчера женщину госпитализировали с переломом челюсти. А в квартире, как узнал Ленар Гинатуллин, находился человек, которого владельцы жилья ни разу не видели. Похоже, здесь все горело. Неадекватный был, пьяный. В момент возгорания в квартире находился сожитель квартирантки. Об этом мужчине хозяева жилища узнали только сегодня, так как раньше его не видели. Они же рассказали, что сдали жилье в аренду женщине всего неделю назад. Ее, к слову, в квартире сегодня не было. За день до пожара она оказалась в больнице. Вчера, значит, соседка нам звонит и говорит, что скандал. Потом говорит, подъехала скорая помощь и полиция. Его не забрали, а скорая забрала ее. Когда сегодня я у него спросила, он сказал, что я ее застал с мужиком, я ей сломал челюсть. По рассказам жильцов, возгорание началось с кухни, а после огонь начал распространяться по всей квартире. Мужчина же в это время находился на балконе. Его эвакуировали с помощью автолестницы. Также соседи рассказали, что пожарных вызвали они сами, когда почувствовали запах гари. Мужчина же, находящийся в горящей квартире, после спасения нецензурно выражался в адрес жильцов соседних квартир и не только. А что вы ругаете? Тебе сказали, не подходи ко мне. Ты что, на мне рекламу хочешь сделать, что ли? Квартира же сгорела дотла. Известно, что перед арендой владельцы жилья и квартиросъемщица заключили официальный договор, на чьи плечи теперь ляжет ремонт квартиры и возмещение ущерба соседям. Теперь им, вероятно, предстоит решать между собой. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Трамвай полностью сгорел сегодня днем на проспекте Имашева. Столб черного дыма был виден, пожалуй, из всех районов Казани. Состав загорелся прямо на ходу между двумя остановками. Водитель остановился, пассажиры успели выйти из салона перед тем, как пламя поглотило весь вагон. Попытки потушить огонь своими силами успехом не увенчались. Пожар распространялся очень быстро. Айрат Назипов был на месте происшествия. Пытаться тушить своими силами было бесполезно. Люди брались за телефоны. Какой кошмар! Ох, горячо, Кошмар. Все сыпется. Ужас. Как жар прям отсюда, вообще ужас. Густой черный дым от горящего трамвая был виден едва ли не во всех районах города. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 15 часов 43 минуты. К приезду расчетов огонь уже полностью полыхал в салоне трамвая. Справиться с огнем своими силами ни водителю, ни кондуктора не удалось. А как на ходу загорелся или да? Люди в происшествии не пострадали. Все пассажиры вовремя покинули салон. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Транспорт же восстановлению не подлежит. Прибывшим на место пожара потребовалось порядка 30 минут, чтобы полностью справиться с огнем. Сгоревший транспорт заблокировал движение трамваев. Для освобождения проезжей части пришлось привлекать аварийные службы. Причину пожара еще только предстоит установить. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Чудом остался в живых. Водитель автомобиля Kia Sportage на полном ходу влетел под грузовик, остановившись у обочины на Оренбургском тракте. Когда вышел из салона и посмотрел на то, что осталось от его машины, понял, как ему на самом деле повезло. Алине Мусиной он рассказал, что сам не заметил стоящую фуру. Вся жизнь прошла мигом. Водитель кроссовера, влетевшего под фуру, рассказывает, увидев прямо перед собой многотонник, уже успел попрощаться с жизнью. Через мгновение сильный удар. Когда выбрался из салона и посмотрел на то, что осталось от автомобиля, подумал, судьба дала ему второй шанс. Мужчина отделался лишь царапиной на правой руке. Поздравления со вторым днем рождения услышал и от друзей. Подушка сработала, ехал не быстро, в принципе, километров 80, но этого достаточно было. Просто фур стоял здесь, я ее не заметил. Рассказал, что ехал по Оренбургскому тракту, выезжал из Казани, задумался, отвлекся от дороги и не заметил, что прямо перед ним с включенной аварийной сигнализацией стоит многотонник. Признается, что избежать удара пытался, но было уже поздно. Обворачивал, но так залетел. Водитель грузовика рассказал, почему ему пришлось остановиться на оживленной проезжей части. Клиенту как проехать до места, и в это время почувствовал удар сзади. Дорогу узнал, но никуда поехать уже не мог. Владелец кроссовера, который купил машину всего год назад, не сильно расстроился. Во-первых, при такой аварии не получить травм уже практически чудо. Во-вторых, автомобиль был полностью застрахован. И мужчина надеется на возмещение полной стоимости иномарки. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Нетрезвый водитель «Лады» 14-й модели стал причиной крупной аварии на улице Мира. Он выехал на встречную полосу, протаранил «Ладу Приора» и лоб в лоб врезался во внедорожник. В обоих машинах находились дети. Самого же предполагаемого виновника зажало в искореженном салоне. Алия Харудинова с деталями. Мужчина пьяный был, надел. Сначала Приору задел, а потом вылетел на встречку, вот в него влетел. Очевидцев происшествия было много. Авария на улице Мира произошла в вечерний час пик. Водитель «Лады» 14-й модели выехал на встречную полосу, где сначала протаранил «Ладу Приора». Ее от удара выбросило на встречку, благо автомобиль больше ни с чем не столкнулся. А вот 14-ю отбросило на едущий за Приорой Great Wall. Столкновение было лобовым. Ехал на встречку, 14-й залетел, и все, что, сами видите, всю обстановку. 27-летний водитель «Лады Приора» говорит, что все произошло моментально. Увернуться от столкновения возможности не было. Удар был сильным, и мужчина очень испугался за своего маленького сына и супругу. Я со своей семьей стоял, разбирался, там скоро приехал. А дальнейшие действия я уже в ГАИ в машине сидел, оформляли все. Малыша и женщину забрал тесть. Они, к счастью, не пострадали. Пассажирами внедорожника также были двое малолетних детей. Они также не получили травм. А вот водитель «Ховера» чувствовал себя неважно. Однако от госпитализации отказался. Гораздо сложнее пришлось предполагаемому виновнику. Его вытаскивали, ноги зажало. Мы сказали, что пьяный был. Спасатели с трудом извлекли его из разбитого автомобиля, затем передали в руки медиков. Врачи, кроме подозрений на сильное алкогольное опьянение, диагностировали у 36-летнего мужчины перелом ребер. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.